Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы собрались с нашими уважаемыми экспертами для того, чтобы поговорить на очень важную тему. Мы об этой теме поднимали разговор неоднократно в различных плоскостях. И мне кажется, сегодняшний наш разговор будет неким подытоживанием. О чем речь? Речь о той самой многострадальной судебной реформе. Для разговора об этом мы пригласили сегодня к нам в гости членов экспертно-рабочей группы по мониторингу судебно-правовой реформе. Итак, разрешите представить, в принципе, и так вам всем хорошо известных юристов: Лейла Сыдыкова, Гульмира Маматкеримова и Канатбек Сманалиев. Здравствуйте, дорогие гости. Сегодняшний вопрос я сформулирую очень так общо. Почему? Потому что, мне кажется, никакого времени не хватит, если мы пойдем по пути детализации, выхватывания каких-то отдельных аспектов, потому что тема, она настолько просто обширна, и за все эти годы накоплена такая вообще база информации, что я не знаю, какой нужен зал и сколько нужно участников, чтобы охватить целиком. Но, тем не менее, мы попытаемся это сделать, как-то суммированно, проанализировать весь пройденный путь, а самое главное, поговорить о том, что нас ждет завтра. И это условное завтра, кстати, наступит очень скоро. Речь идет о том, что с 1 января 2019 года наконец-таки вступят в силу очень многие новшества, очень многие поправки, или, может быть, даже совершенно новые законы, которые должны в корне изменить ситуацию. И знаете, вот как очень любимый пример и юристов, и журналистов, и общественных деятелей, вот о той самой пресловутой украденной курице, за которую наших несчастных, голодных, обиженных жизнью граждан могут посадить на какие-то дичайшие просто сроки, на 3 года, на 5 лет. Я думаю, все понятно, мы на обычный простой человеческий язык просто вынуждены, вот такие брать примеры, потому что они понятны людям. И понимая, что вы все эксперты с многолетним стажем, единственное, выскажу свое пожелание, чтобы все ваши объяснения, все ваши примеры, тоже таким простым, доступным языком. Почему это важно? Вот, к сожалению, информации не хватало, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. Мне кажется, общественность до сих пор не очень хорошо себе представляет, а что же, собственно говоря, после 1 января наступит, И это очень важно для того, чтобы как можно больше граждан знали, что теперь изменится для них, чтобы, недаром же говорят, что знание – это сила, знание – это оружие. А в данном случае это оружие самозащиты для наших граждан, чтобы они наконец-таки почувствовали, что закон на их стороне, что на тех, кто нарушает закон и нарушает их права граждан, базовые права человека, что на них тоже есть какая-то управа, что с ними тоже можно бороться, и таким образом гарантировать то самое верховенство права, о котором мы уже столько лет говорим, но которое так пока и остается какой-то, в общем-то, недосягаемой чертой, если позволите такую гиперболизацию, преувеличение художественное. Все, я чувствую, что свое вступительное слово слишком затянул, но вместе с тем вам это не грозит, у вас неограниченное время, каждому по очереди будет предоставлена возможность, и я думаю, вы сами уже знаете, потому что вы всегда работаете с какими-то фокус-группами, с различными группами общественности, вы знаете, что наболело, что людей волнует,
И поэтому вот то, что люди хотят услышать, узнать, вы это прекрасно знаете. И вот как бы прошу с этим еще раз поделиться с нашими зрителями. Уважаемые друзья, тогда разрешите мне небольшую предысторию, наверное, рассказать, откуда вся эта судебно-правовая реформа, почему мы ей стали заниматься. Вообще, судебно-правовая реформа, она у нас началась давно. Это можно еще с советских времен сказать. И очень часто мы делали отдельно судебную реформу, затем мы отдельно делали правовую реформу, и, как правило, они у нас не состыковывались, хотя это части одного целого. И вот впервые в Кыргызстане мы сейчас начали делать судебно-правовую реформу вместе, когда все институты, которые завязаны в этом процессе, когда они действуют как один единый механизм. Если по-крупному говорить о судебно-правовой реформе, то можно разделить на 3 этапа эту реформу. Первый этап – это советский этап до независимости. Второй этап – это с 1991 года и до 2010 года. Это первые годы независимости, это годы, когда у нас распаковывалась в стране президентская форма власти. И третий этап, я его называю период, после 2010 года, когда была принята новая конституция, это уже постпрезидентский этап развития нашей страны и переход к парламентской системе. Если кратенько охарактеризовать все эти этапы, то, чем характеризуется советский период? Советский период – это тот период, когда суды и правоохранительная машина, они были инструментом государственной политики. И они печально известны своим участием в сталинских репрессиях. Судебно-правовая система того времени, она оказалась очень консервативной, самой консервативной по сравнению с другими институтами власти. И буквально до последнего времени они никак не могли перестроиться на новый формат работы. И именно из этой системы мы ощущали, как граждане, ощущали наибольшее сопротивление реформам. Следующий период развития судебно-правовой реформы – это первые годы независимости, 1991 до 2010 года. Работа, конечно, была сделана большая, потому что страна переходила в новую формацию, можем так сказать, да? То есть мы переходили к либеральной экономике, к рыночной экономике, к стране, где, распаковываются права человека, гражданские права и так далее. И в этот период были приняты первые законы независимого государства, первые законодательные акты, были созданы первые институты наши, кыргызские, независимого государства, была создана своя судебная система, были созданы свой МВД, своя прокуратура, свои остальные другие органы, которые связаны с судебно-правовой системой. Создана аттестационная комиссия при президенте, которая отвечала за подбор и расстановку судейских кадров. Но, к большому сожалению, эта наша реформа, она очень хорошо начиналась, и мы очень часто все прекрасно начинаем. Мы прекрасно пишем это в Конституции, мы прекрасно пишем законы, где закладываем очень такие высокие стандарты. Но, к сожалению, эта реформа не была доведена до конца. В Кыргызстане так и не была сформирована независимая и пользующаяся доверием граждан судебно-правовая система. Мы так и не смогли преодолеть негативное наследие советской системы, ее правовую карательную культуру. И судебная система, она не стала гарантом правосудия, инструментом мирного урегулирования всевозможных споров, гражданских, экономических, уголовных и так далее. Наоборот, именно несправедливая судебная система и коррупция стали причиной 2 тех потрясений, которые случились в Кыргызстане, это 2005 и 2010 год. И судебная реформа, на тот период мы можем сказать, что она оказалась реформой только на словах. Да? Она не изменила сути и внутреннего содержания институтов, которые должны были модернизироваться. Она не изменила ментальность и поведение людей. То есть у нас поведение милиции, прокуратуры, оно осталось прежним, не поменялось. И получилась реформа ради формы, к сожалению. И с 2010 года у народа появился шанс на новую реформу.
у нас появилось некое новое дыхание, что мы наконец завершим эту реформу, мы наконец преодолеем все те препоны и препятствия, которые мешают нам жить, которые усиливают вот это бесправное состояние граждан. Да? И на волне народных волнений, высокого уровня недоверия к судам, правоохранительным органам, общество предъявило очень серьезные требования к власти по поводу реформирования судебной системы, чтобы суды стали справедливыми, честными, некоррупционными. То же самое к милиции, прокуратуре и всей остальной правоохранительной машине, чтобы они были прозрачными, эффективными, независимыми, свободными от политического влияния, и чтобы они стояли, все эти институты, все эти механизмы, созданные обществом и государством, на страже Конституции, на страже защиты прав и свобод человека и гражданина. И вот с 2011 года начинается вот новая фаза судебно-правовой реформы. Это уже третья наша попытка сделать эту реформу. И вот на этом этапе я хочу вспомнить один из таких важных диалогов, который был в 2012 году. Это так называемый гражданский диалог по судебно-правовой реформе. Это когда активные граждане, активные неправительственные организации пришли к власти и сказали: мы дальше терпеть такую систему не можем. Мы хотим, чтобы происходили реальные изменения. И вот в тот период был организован большой круглый стол, гражданский форум. Он проходил в Хаяте, я тоже была его участницей, 5 дней. Представители гражданского общества, представители Верховного суда, Временного правительства. Ну, тогда Временного правительства не было, но были его люди, которые сидели в парламенте, сидели в аппаратах президента и так далее. Вот, представители власти, политики, прокуроры, судьи, адвокаты, в общем, все представители юридических профессий, все были собраны на этот форум. И на этом форуме мы в течение 5 дней совместно с гражданским обществом мы обсуждали, какую судебно-правовую систему мы хотим в Кыргызстане. И мы обсуждали вопросы, вот там были они по группам, по блокам сформированы, мы обсуждали проблемы прокуратуры, что нам не нравится в прокуратуре, что мы не можем дальше терпеть в прокуратуре и какую в дальнейшем прокуратуру мы хотим. Следующий отдельный блок был посвящен судебной ветви власти. Мы перечисляли все проблемы, которые существуют в судебной ветви власти, и мы перечисляли, какую судебную власть мы хотим. И в каждом из этих блоков был прописан перечень мер, перечень реформ, которые должны состояться. Было прописано, какие законы мы хотим, чтобы были приняты, и указаны параметры, которые должны быть заложены в эти законы, да, то есть контентная часть, какие стандарты должны были заложить. И весь этот гражданский диалог завершился, он как бы таким был живой дискуссией, живым диалогом. Сначала это была площадка, где обсуждали, затем эксперты работали и оформили все, что говорили политики, все, что говорили представители гражданского общества, все это оформили в документ. И этот документ в конечном итоге он был подписан, утвержден указом президента. И к этому указу президента были приложены рекомендации по совершенствованию судебно-правовой реформы. И в этих рекомендациях было подробно прописано, какие предстоят реформы, которые необходимо сделать в течение 2, 3, 5 лет. Ну и после этого эта реформа начала распаковываться. В аппарате президента были созданы рабочие группы. Это было 7 рабочих групп первоначально, потом 8-я рабочая группа была добавлена. Ну и, значит, была рабочая группа по разработке нового УК. Новая рабочая группа по разработке УПК, по УИКу. УИК — это пенитенциарный, тюремный наш кодекс, да? По гражданский кодекс, да, гражданско-процессуальный кодекс. И это тоже очень была важная стадия работы, поскольку судебная система и правоохранители, ни один из них не работает без наличия правовой базы, правовой рамки. И важно было для того, чтобы их, значит, направить в реформу, необходимо было прописать все вот, значит, процессуальные моменты этой реформы. Эта работа продолжалась 3 года. И я хочу сказать, что была сложная работа. Очень сложно разрабатывать законы в ситуации, когда правоохранители не очень хотят этой реформы.
По идее, они должны быть застрельщиками этой реформы, они должны быть в лидерах, они должны вести эту реформу. Но, к сожалению, в данном случае случилось так, что политики хотели эту реформу, гражданское общество хотело эту реформу, эксперты содействовали, ресурсно помогали, чтобы эта реформа реализовалась именно в том виде, как хочет общество, и правоохранители должны были ее поддерживать со своей стороны. Но вот, к сожалению, взаимодействие с правоохранителями было наименьшее. Но в любом случае законы были разработаны, была проведена большая работа, 17 кодексов и законов было разработано. Все они прошли очень большой такой согласовательный процесс со всеми заинтересованными сторонами. Затем эти законы были переданы парламенту. В парламенте был тоже, значит, открытый прозрачный процесс обсуждения кодексов и законов. Было первое, второе, третье чтение, круглые столы, слушания парламентские и так далее. И в итоге в декабре 2016 года весь этот пакет законодательства был принят. И был также принят закон о введении в действие всех этих кодексов и законов. И было сказано, что эта реформа пойдет поэтапно, что Гражданский кодекс вступит в действие 1 января 2017 года, это прошлый год, что Административно-процессуальный кодекс — это совершенно новый кодекс, которого у нас не было в Кыргызстане. Этим кодексом мы ввели административную юстицию, создали административную юстицию в нашей стране. То есть это совсем такое абсолютно новое, отличающее от советского понимания административной юстиции. То есть мы идем в тренде всех тех государств, европейских, других зарубежных государств, которые намного далеко уже продвинулись с этим. Вот. Административно-процессуальный кодекс, согласно этого закона о введении в действие, было сказано, что он тоже в прошлом году вступает в действие. И 7 кодексов и законов, которые касаются уголовно-правового блока, было принято решение, что они вступят в действие с 1 января 2019 года. И стране было дано 2 года на то, чтобы они подготовились к внедрению этих кодексов, к тому, чтобы с 1 января начать их реализовывать. Потому что там очень много таких больших есть институтов, которые без подготовки они вступить не могут в действие. Вот наши коллеги, они расскажут об этом. Так что к настоящему времени у нас есть самый такой значимый итог всей этой реформы судебно-правовой. Это то, что у нас есть правовая рамка в виде кодексов и законов. У нас принятые кодексы и законы, и это очень важно. Потому что ни одна реформа, она не может начаться без видения, без четкого понимания, в какую сторону двигаться и что мы хотим. И эти кодексы и законы — это некое видение нашей страны, в какую сторону мы будем двигаться и какую судебно-правовую систему мы хотим получить. И в этих кодексах самое такое важное, если самые крупные такие блоки выделять, то на порядок повысили стандарты прав человека. Проведена их гуманизация, декриминализация и депенализация. И принятие этих кодексов означает, что обозначен отход от старой судебно-правовой системы и культуры. И это законодательство означает, что у граждан Кыргызстана появился очень прочный фундамент, правовой фундамент по защите своих прав. Появилась преграда судейскому, милицейскому, прокурорскому произволу, телефонному праву. Появился заслон тюремному кошмару, который мы в настоящее время имеем. И полное внедрение этих кодексов будет означать, что мы прекратим эти пытки, бесправие, истязания людей, которые мы имеем в настоящее время. И мы повысим на порядке все, что касается достоинства человека. Достоинство — это такая важная категория. Даже когда повышают достоинство людей, которые в тюрьмах работают, это очень... Мы видели в других странах, такие есть исследования, что когда повышают достоинство даже людей в пенитенциарной системе, они уже не позволяют себе пыток и плохого отношения к людям. То есть это такая важная категория, с которой надо работать, и до которой мы еще в Кыргызстане, надо сказать, не дошли. И, как я сказала, что этот пакет законодательства, он проходил очень-очень сложное согласование у всех правоохранителей, у прокуроров, МВД, ГКНБ, КСИН, все остальные правоохранительные надзорные органы, потому что там очень много связано с тем, что меняются их полномочия, они теряют часть полномочий, которая у них была ранее.
И, естественно, никто, ни одна государственная структура не хочет терять свои полномочия. Они хотят иметь их дальше, диктовать и так далее. Но, тем не менее, страна и политики пошли на эти вещи. Гражданское общество это тоже востребовало. И в настоящее время у нас имеется хороший пакет законодательства. Мы его приблизили к международным стандартам. И этот пакет законодательства был очень высоко оценен международным сообществом, нашими национальными экспертами. То есть мы все, честно говоря, мечтали об этом. Мы давно мечтали об этом. И, наконец, у нас вот произошла на уровне законов распаковка. Но и хочу сказать, что, конечно, эта реформа вот законодательная, которая продолжалась, вот она с 2012 года до 2016, 4 года, и сейчас еще мы каким-то образом продолжаем распаковывать это законодательство. Оно еще не вступило в действие, оно только 1 января 2019 года вступит в действие. То есть мы могли бы все это сделать быстрее, если бы была бы соответствующая политическая воля, если бы была бы поддержка всех тех государственных структур, которые непосредственно вовлечены в это, и на которых наложено исполнение этих кодексов и законов. Если бы не было вот этого политического бадания, которое у нас все время происходило. То есть мы очень много сил, наша страна потратила на вот это согласование, переубеждение, преодоление сопротивления старых сил. И, конечно же, к сожалению, это было, сейчас мы это постепенно преодолеваем, но инерция старого, она еще не прекращена, она еще продолжается. Я думаю, что нам еще придется эти вещи в последующие годы нейтрализовывать. Почему важно реализовывать и внедрять кодексы, которые касаются уголовно-правового блока? Это УК, УПК, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, пенитенциарный или УИК, Уголовно-исполнительный кодекс. Почему важно их внедрять? Поскольку именно этот блок законодательства, он более чувствителен с точки зрения прав человека. И для нас в Кыргызстане это самая чувствительная сфера, поскольку у нас нарушение прав человека, 80% нарушений прав человека происходит именно в этой сфере. И поэтому вот сейчас весь фокус, который необходимо приложить в стране, он как раз-таки должен быть сфокусирован на этом. Потому что если мы сможем это реализовать, если мы сможем показать здесь какие-то видимые результаты, видимые какие-то достижения, то тогда можно сказать, что мы все с вами. Каждый гражданин вздохнет полной грудью. Это будет глоток свежего воздуха для всей страны. И это мы осветим даже вот эти все темные уголки, где страдают наши люди, мы осветим светом, мы принесем туда надежду, мы принесем туда уверенность. То есть поэтому важно делать именно уголовно-правовую реформу и внедрять уголовно-правовые кодексы. И сейчас это самая сложная часть работы, потому что написать кодексы и законы это было сложно, но сейчас начинается самая сложная и самая важная часть работы. Надо это внедрять. И вы знаете, у нас в Кыргызстане мы всегда умели прекрасно рисовать или писать, видение создавать, да? Но мы всегда очень плохо реализовывали все то, что мы писали на бумагах. И поэтому нам важно, чтобы эта реформа не осталась на бумаге. И внедрение этих кодексов, оно не произойдет само по себе. Оно не произойдет автоматически. Этим процессом надо управлять, его надо вести, его надо продавливать. И, на мой взгляд, это одна из тех реформ, которая должна чисто волевым способом внедряться, потому что иначе мы не добьемся согласия всех тех, которые не хотят эту реформу внедрять, вот силового блока в частности. Да? Там нужно просто решительным, чуть ли не военным способом внедрять эту реформу. И в настоящее время что у нас имеется? У нас имеется вот эта правовая рамка в виде кодексов и законов, у нас имеется политическая воля, то есть закон бар, саяси эрк бар, нет имплементации, слабая имплементация, нет желания имплементировать. Этот процесс, конечно, должны вести люди, у которых сильная воля, сильная мотивация добиться для всех нас успеха, и которые понимают логику реформы, которые знают, к чему мы стремимся. И реформа очень сложная, и без понимания делать эту реформу это очень опасно, потому что мы можем в очередной раз сбиться с курса и прийти не в ту сторону. Поэтому мы не можем позволить, чтобы в очередной раз у нас реформа сбилась с курса, и чтобы мы в очередной раз имели какой-то нулевой или неполный итог, который мы хотим.
Ну и вот для того, чтобы эта реформа не сбилась с курса, была создана экспертная рабочая группа по мониторингу судебно-правовой реформы. Это было решение президента. Президент впервые вообще в Кыргызстане, я хочу сказать, у нас к реформе пристроен механизм имплементации. У нас раньше всегда запускались реформы, никогда к ним не представлялись инструменты, механизмы, которые администрируют эту реформу, которые ей управляют и доводят ее до логического конца, где есть четкие индикаторы, четкие сроки исполнения тех или иных частей реформы. И вот впервые к судебно-правовой реформе пристроен такой инструмент. Значит, экспертная группа, в которую мы входим, вот 3 из нас, она занимается тем, что мониторит процесс, смотрит, как идет подготовка к 1 января, видит, какие есть проблемные моменты, что срывается, и мы делаем аналитику. То есть наша сила – это аналитика. У нас нет властных ресурсов, но у нас есть аналитические инструменты. Мы знаем, как делается мониторинг, и готовим аналитику для президента, для аппарата президента, для всех тех, кто реализует эту реформу, и говорим, где есть проблемные моменты, для того, чтобы они своевременно вмешивались в этот процесс и меняли его, для того, чтобы они принимали какие-то активные действия. Вот. Ну и наша экспертная группа будет помогать быстрее достигать результатов. Мы будем помогать им фокусироваться на этой реформе, потому что у политиков очень много задач, и расфокусируется все время внимание вот тех вещей, которые они делают. Поэтому мы будем все время лидерам помогать фокусироваться на этой реформе. Мы будем помогать им обеспечивать синхронность и слаженность этой реформы. И помимо этого мы будем делать методологическое сопровождение, потому что очень важно соблюсти всю концепцию, которая заложена в кодексах и законах. Потому что если будет несоблюдение концепции, то мы в очередной раз уйдем не в ту сторону. И очень важно, чтобы вся реформа без изъятий, в полном объеме была реализована. И цель и задача нашей группы – это как раз-таки в том, чтобы обеспечить вот соответствие, полное соответствие концепции этой реформы. Ну и я надеюсь, что при таком тандеме вот экспертиза, аналитика, политическая воля, наличие хорошего законодательства, наличие поддержки со стороны общества, мы сможем добиться, ну, я думаю, где-то в краткосрочной перспективе значимых таких видимых результатов. Так что у меня очень большая мотивация, у меня очень большое желание довести эту реформу до конца, оказать ей содействие, помощь, все, что я умею, все, что я знаю, приложить и не дать ей в очередной раз сорваться. Вот, так что спасибо большое за приглашение, что у нас есть возможность рассказать об этой вот работе, которую мы делаем, которую страна делает. Коллеги, мы будем сегодня говорить о реформе уголовного законодательства, какие институты подверглись большим глобальным изменениям, и в том плане, что мы должны были уйти от достаточно высоко репрессивного уголовного законодательства, которое давало нам возможность только использовать механизмы для роста тюремного населения. Сама реформа уголовного законодательства, она связана с оптимизацией уголовной ответственности и гуманизацией. Безусловно, это важная составляющая часть вот этой нашей уголовно-правовой реформы. В чем это выразилось? То есть мы должны распаковать и понять, что же, собственно, произошло. А произошло следующее. Во-первых, оптимизация уголовной ответственности, она связана с тем, что мы выстроили лестницу правонарушений. Это преступления, проступки и нарушения. В чем суть вот таких вот изменений? Суть в том, что мы должны были понять все-таки, что же из себя на сегодняшний день представляет преступление, что из себя представляет проступки, что из себя представляет нарушения, чем же они отличаются друг от друга. И это первая позиция. И вторая позиция – какие меры наказания мы должны применять в каждом случае. Это очень важно для человека. И дело в том, что преступления, проступки, нарушения, они относятся к категории деяний уголовно-правового блока. И вот это сознание мы должны были в себе поменять. Я приведу очень простой пример. Я всегда его привожу для того, чтобы было легче понять, что это деяние уголовно-правового блока. Нарушение правил дорожного движения.
Мы, в нашем понимании, это административные наказания, правильно? Когда нет последствий, проехали на красный свет, проехали на запрещающие какие-то знаки, да? Последствий в виде там, аварии или чего-то нет, но человек нарушил установленные кодексом определенные правила. Наступает ответственность за нарушение. В случае наступления последствий значительных наступает ответственность по кодексу о нарушениях. То есть менее тяжкий там вред нанесен, да? Либо, если более тяжкие последствия в виде смерти людей, то это ответственность уголовная. Но деяние одно – это нарушение правила, а последствия у него разные. И вот в зависимости от последствий все эти деяния делятся на преступления, проступки и нарушения. То есть сейчас мы говорим о том, что преступление, проступок, нарушение – это формальные деяния. Что значит формализованность? Формализованность означает это то, что лицо отвечает лишь за то, что предусмотрено в кодексах. В кодексе о преступлениях, в кодексе о проступках, в кодексе о нарушениях. Вот это понимание – это очень важно. Дальше Гульмира об этом сказала, вот так вот мимолетом, но я просто хочу развить эту мысль. Реформация прошла и административного законодательства, то есть кодекс об административной ответственности, он сейчас у нас с 1 января вообще полностью ликвидируется. Вы спросите, а чем он заменяется? Заменяется, во-первых, кодексом о нарушениях частично, и вы знаете, уже с лета прошлого года действует административно-процессуальный кодекс. Что это за административно-процессуальный кодекс? Иногда меня удивляет то, что, несмотря на то, что этот кодекс действует уже столько лет, многие юристы даже не слышали о нем. И начинается вот такая вот путаница в понимании, неправильное донесение и так далее. В чем суть вот этого процесса? Да, вводится новый вид административной юстиции. Я всегда привожу в качестве примера это всем известную фразу, которую мы часто слышим по телевизору, это «гражданин Смит против Соединенных Штатов Америки». Очень знакомая для нас, для всех ситуация, да? И когда мы это говорим, мы говорим, а что же он там пытается отсудить от государства? Да, сейчас вот этот механизм, он очень красиво предложен в нашем государстве. И человек может по любому действию чиновника, который не выдает ему лицензии, не регистрирует в качестве юридического лица, либо по качеству оказываемых услуг человек недоволен, он может это все оспорить в суде. Вот это как раз элемент административной юстиции. Вот это элемент административной ответственности чиновников, государства перед сообществом, перед человеком. Это очень важный и нужный механизм. Другое дело, как им воспользоваться. Может быть, там где-то надо будет отследить его и где-то усовершенствовать, потому что для нас это первый опыт и первый заход вот этих вот норм в наше сообщество. И мы должны посмотреть, как он работает, и затем его усовершенствовать просто. Да, может быть, где-то нестыковки какие-то, но мы должны мониторить это и совершенствовать законодательство. Возвращаясь к нашему уголовному кодексу. Чем же еще отличаются между собой преступления, проступки, нарушения? Безусловно, они отличаются тем, что в преступлениях остается такое понятие и категория, как судимость. В проступках этого нет. И вообще я не сказала, что из чего же состоят проступки. Вот очень часто задают вопрос. Ну, преступление понятно. Вред значительный, тяжкий, особо тяжкий. Вот, в проступках вред менее значительный, чем в преступлениях. А в нарушениях он еще менее значительный, чем в самих проступках. Вот такая лесенка, да, построена. Проступки состоят из деяний небольшой общественной опасности, которые выделены из Уголовного кодекса, то есть из преступлений. Мы забрали такую категорию, как преступление небольшой общественной опасности, переместили в категорию проступков. Это очень нормальный процесс. Почему? Потому что раньше
государство пыталось снизить вот уровень судимости и применения такого наказания, как лишение свободы, путем переноса уголовных деяний в административные деяния. И сегодня такая оказалась парадоксальная ситуация, когда деяния уголовные, они стали административными, за которые накладывают штраф. Например, угроза убийством. Она сейчас в Кодексе об ответственности. Но это же уголовное деяние. И мы же это должны понимать. Оно что, должно протоколом составляться? Кто это будет фиксировать? И где у человека право на возможность обжалования этого? Там же нет презумпции, не соблюдается принцип презумпции невиновности в административном законодательстве. Оно так и есть. Домашнее семейное насилие. Возьмите, да, мелкое хулиганство в административном кодексе. У человека нет возможности оспорить эти вещи. Да, может быть, человек нарушил правила дорожного движения. У вас есть право такое пойти и обжаловать? Да, в суд вы пойдете обжаловать, да? Но вас уже зафиксировали, что вы виновны в этом. Но у вас должно быть право и не соглашаться с этим протоколом, который составляется. И это очень важно для человека, и когда именно в Кодексе о нарушениях заложены очень хорошие механизмы, которые связаны со спариванием действий должностных лиц, это очень важный процесс. Мы дали ему в руки механизм. Другое дело, воспользуется или нет, это факт другой. А самое главное, что он заложен, он предложен, он сделан. Да, я понимаю, многим это может не понравиться. Гульмира правильно сказала. Правоохранительным нашим органам, которые эти механизмы использовали раньше как властные полномочия. Я сказал, я составил протокол, и будет так, как я сказал. И мы не спрашиваем человека, а ты согласен с этим или нет? А правильно ли поступил сам чиновник этот? Это не подлежало даже сомнению, вроде прав чиновник, право государства. Но мы, к сожалению, знаем ситуацию, когда не всегда и чиновник-то прав. И государство не всегда может быть право в этом смысле. Поэтому заложены специальные механизмы. Теперь административный кодекс, как я уже сказала, его не будет. Будет он заменен кодексом о нарушениях и кодексом административно-процессуальным. Но это два совершенно разных института. Мы фактически полностью отходим от понятия административной ответственности в том смысле, в котором она сейчас существует. И это очень часто вызывает такие вопросы о правоприменителях. Где же ответственность? Куда же она подевалась? А что ж мы не будем составлять протоколы? Будете, но только в рамках кодекса о нарушениях и, естественно, будет работать административно-процессуальный кодекс. Вот теперь мы это все разделяем. Дальше, о чем мне хотелось бы сказать, это, конечно, прошла большая реформа санкций уголовного законодательства. Самая большая гуманизация, как я уже сказала, это то, что мы отделили проступки и нарушения и убрали судимость. С этих деяний судимость остается только за преступление. А что касается санкций, то и здесь прошла большая реформа, она связана с тем, что, во-первых, снизились сроки лишения свободы. Это тоже очень большой процесс гуманизации. Я хочу напомнить, что в действующем законодательстве у нас минимум 6 месяцев лишения свободы, максимум 30 лет по совокупности преступлений и приговоров. 30 лет – это фактически, я всегда говорю, не надо что-то надумывать, это фактически пожизненное лишение свободы. Это фактически пожизненное лишение свободы. Я хочу просто сказать, что были исследования в Европе, которые показали, что человек после 5-6 лет лишения свободы, отбывая наказание, да, уже после отбытия начинается деградация его в местах лишения свободы. Он не способен воспринимать меры исправительного воздействия, которые ему предоставляются. Он уже не готов к исправлению, он просто сидит и отбывает. А вот по последним еще данным, совершенно свежим, новым данным, 1,5 года. 1,5 года отбывая в местах лишения свободы, человек еще может готовиться к исправлению. Затем он просто уже сидит. Что такое 30 лет? И мы же не должны лукавить себе. Это фактически пожизненное лишение свободы.
В настоящем кодексе, новом кодексе, минимальный срок остается 6 месяцев, максимальный 15 лет. Большой прогресс, я считаю, это очень большой прогресс. Даже 15 лет – это очень большой срок, и это очень серьезный срок отбывания наказания. Но все-таки мы не смогли доказать того, что надо идти на снижение значительное. Осталось наказание в виде 20 лет лишения свободы при назначении наказания по совокупности. То есть, когда совершено несколько преступлений, или по совокупности преступлений, или по совокупности приговоров. Но мне кажется, даже в этом случае мы все равно пошли вперед в плане гуманизации. Дальше, второй момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это то, что новые кодексы предусмотрели категории наказаний. Многие часто говорят, что же за категории, а некоторые судьи говорят, ну что ж мы категориями будем назначать наказание. Я всегда говорю, приведу простой пример, надо на примерах все рассказывать. Простой пример. Хотим мы того или не хотим, действующий кодекс предусматривает очень широкое судейское усмотрение. Возьмите статью за шпионаж. Наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Как вы себе это представляете? У судьи возможность от 10 до 20 лет, 10 лет разрыв, устанавливать наказание, назначать наказание, формировать это наказание. Это очень большой разрыв. Конечно, парламентарии обсуждали разные вопросы, когда принимался этот кодекс, и предлагалось установить даже абсолютно определенные санкции. То есть, вот, например, за убийство там, 20 лет лишения свободы, за кражу там, 3 года лишения свободы. То есть абсолютно определенные санкции. Но затем большая часть все-таки парламентариев пришла к выводу, что надо все-таки оставлять относительно определенные санкции, то есть от и до, то есть дать возможность судам реализовать принцип дифференциации ответственности, и это правильно. Почему? Потому что роль, скажем, если деяние было совершено в соучастии, то роль каждого участника оценивается по-разному. То есть, если один совершал кражу, второй стоял на стреме, третий просто там отслеживал какие-то там места подхода, отхода и так далее, то здесь и ответственность будет разная. И учет каких-то смягчающих обстоятельств тоже может быть разный. Правильно, да? Поэтому осталась введена была категоризация, но остались относительно определенные санкции. Что такое категории? Введение вот этой категоризации дала нам возможность все-таки в новом законодательстве предусмотреть уже, так скажем, фиксированный вот этот разбег между категориями, когда мы очень сужаем судейское усмотрение до 2,5 лет. Например, лишение свободы предусматривает 6 категорий. Значит, первая категория минимум 6 месяцев, максимум 2,5 года. Дальше 2,5 года, вторая категория 5 лет. 5 лет, 7,5 и так далее. То есть разбег между категориями 2,5 года, и у судьи есть очень хорошая возможность в этих пределах назначить наказание. Ну, судьи иногда задают вопрос, а что ж мы будем категории назначать? Нет. Вы не будете назначать категории, вы открываете Уголовный кодекс, смотрите, какая категория предусмотрена за данный конкретный вид, например, кражи. Открываете общую часть, там написано первая категория – лишение свободы от 6 до 2,5 лет. Вот от 6 месяцев до 2,5 лет вы назначаете наказание, конкретное наказание. Аналогично по штрафу, аналогично по исправительным работам, аналогично по общественным работам. Нет категории только в таких наказаниях, как пожизненное лишение свободы, оно остается в Уголовном кодексе, и направление в дисциплинарную воинскую часть. Ну, понятно, специфика этого вида наказания, всегда говорю. Предусмотрена таблица наказаний, таблица соответствия наказаний в Уголовном кодексе. Что это такое? Многие сразу спрашивают, что это такое.
Зачем нам нужна эта таблица? Это что даст нам эта таблица? Эта таблица даст нам возможность соотнести наказание между собой по степени тяжести. Пример. Сейчас у нас есть такие санкции в УК, когда законодатель предусматривает несколько альтернативных санкций, пишет там исправ работы и лишение свободы. Или ограничение свободы, лишение свободы. Столько-то лет. Неправильно. Почему? Потому что лишение свободы, как оно может соотноситься с наказанием, не связанным с лишением свободы, более мягким? Вот тяжесть между видами наказания, никто же это не устанавливает. А мы должны хотя бы отталкиваться от чего-то для того, чтобы вот эту тяжесть, строгость, это было бы правильно сказать, наверное, строгость наказаний между друг другом, и вот эту лесенку сделать. И вот эта лесенка, она сформулирована в этой таблице. Поэтому 6-й категории штрафа соответствует только 1-я категория лишения свободы. Вот она прыгает как, вот и она правильно соотносится. Поэтому теперь законодатель, когда будет формировать санкцию, он должен посмотреть на эту таблицу наказаний и сказать: ага, я не могу назначить здесь ограничение свободы, да, и лишение свободы. Только штраф и лишение свободы. А остальные виды соотносятся между собой. Там исправ работы определенной категории, штрафы такой-то категории. Или, скажем, исправительные работы, общественные работы такой-то категории соотносятся между собой как? Каждой категории соответствует своя категория. Дело в том, что вводятся совершенно новые институты в Уголовном кодексе. Их очень много, и можно о них говорить часами. Я просто о основных каких-то позициях скажу. Во-первых, вводится новый институт, институт пробации. Это институт социально-правового сопровождения лица, которому может быть применен пробационный надзор в порядке замены лишения свободы, если срок наказания ему светит до 5 лет. И это очень такой важный, хороший новый институт с новым совершенно содержанием. Он напоминает институт условного осуждения, но совершенно в другом формате действий. Что это означает? Это означает то, что человек, которому применяется пробация, в отношении него устанавливается пробационный надзор, определенные обязанности ему приписываются, и в результате он становится под контроль государства, сообщества. То есть там и государство, и сообщество человеческое, они все участвуют в исправлении. Но это надо понимать. Дело в том, что, конечно, легче всего отправить человека в тюрьму. Вроде бы избавились, но мы же избавились от него не навсегда. Он же вернется к нам. И мы должны учитывать, что вот этот рецидив на сегодняшний день, который достигает у нас 40% почти, 40% это катастрофа для страны, это судимость какая, да? Это люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, которые опять и опять возвращаются в эти места. Это балласт нашего общества, и мы не можем с ними ничего поделать. Значит, существующие механизмы не срабатывают. Да, не срабатывают. Значит, надо применять новые меры воздействия. Да, надо их формировать. И вот впервые вот этот механизм заносится. Но я не хочу сказать, что мы пионеры в этой области. Дело в том, что наши соседи казахстанцы, например, они уже ввели этот механизм пробационного надзора. У них большой орган пробационный работает уже несколько лет. И они снизили свою преступность в 2,5 раза. В 2,5 раза. Это фактически снижение у нас рецидива. И мы надеемся, что этот институт будет правильно построен в нашей стране, правильно набраны люди и будет правильно проведена работа. В пробационные службы будут включены функции по сопровождению лиц, которые освобождаются еще из мест лишения свободы. Ведь очень часто люди остаются без паспортов. Они выходят без паспортов, пока ему сделают этот паспорт, пока он его получит. Это большая трудность, да? Куда ему устроиться на работу, его негде жить, его семья уже не ждет.
Никто его не ждет. Он совершает преступление, он возвращается в места лишения свободы. И таких случаев очень много. Теперь его на процессе подготовки к выходу пробационные службы будут начинать работать с ним, готовить ему паспорт, узнавать, где он будет проживать, где он будет работать. В случае отсутствия жилья предоставлять ему социальные какие-то общежития для того, чтобы поддержать его в первый момент. Болезни, Конечно, многие конечно. выходят. И мы же должны понимать, что это гражданин нашего общества. Гражданин, и мы не можем от него просто так избавиться. Да легче всего было бы всем назначать смертную казнь, но это не решение проблемы. И я всегда говорю, когда находится как со стороны парламентариев, так и со стороны общества желание всех расстрелять, вести такой вид наказания, как расстрел, или как можно максимально строже наказать и подольше посадить людей, это очень парадоксально. Это очень парадоксально. Может быть, это связано с тем, что высокий уровень преступности? Может быть. Может быть, очень много потерпевших? Или общество озлоблено? То есть есть вопросы социального плана, которые должны исследоваться социологами, наверное, в этом плане, но пока никаких исследований этого рода нету. И мы встречаем только лишь желание как можно строже и дольше укатать этого человека в зону. А если еще и пожизненно, так это совсем хорошо. Но пожизненное лишение свободы, здесь другая песня, да, своя. Дело в том, что пожизненное лишение свободы – это наказание, которое затратное, честно говоря, да, для государства. И мне очень смешно, когда я говорю, когда вводится любой институт, надо просчитывать, во сколько оно обойдется государству. Во сколько обходится нам, скажем, лишение свободы, это содержание лиц, да, работа персонала, да, всего, да, потом мы же должны соблюдать его права там, он же тоже человек. То есть во сколько это обходится государству, это обходится очень дорого. А не государству, нам, это обходится нам, налогоплательщикам. Мы платим со своего кармана содержание вот этой всей тюремной братьи. Поэтому здесь надо всегда просчитывать, насколько нам это выгодно или невыгодно. Запад уже давно эти вещи просчитывает. Что делает Запад в этом плане? Они переходят к совершенно другому параметру, мы еще к этому не созрели, так скажем. Они переходят к другому параметру, это выбору мер замены лишения свободы, отбывания. Они говорят, вот электронные браслеты, давайте будем контролировать, пусть он живет дома, там, но мы будем контролировать его, значит, работу, чтобы он вовремя был дома, не посещал какие-то места злачные, не ходил там, не уезжал из города. Но это все под контролем. Но он сам себе добывает еду, он сам себя содержит и так далее. То есть для государства электронное наблюдение, например, это один из видов таких вот, это как раз наблюдение за этим лицом. И это выгодно для государства. Но, к сожалению, мы пока к этому уровню не совсем созрели, не совсем подошли, но мы идем медленными шагами. Я думаю, следующие какие-то этапы реформ, которые будут, они будут связаны именно с попыткой все-таки начать считать деньги на то, что использует уголовно-исполнительная система. Да, я хочу сказать, что один из экспертов, который приезжал и консультировал нас по уголовно-исполнительному законодательству, на мой вопрос о том, сколько стоит пробация, исполнение пробации, да, они посчитали, это литовец, Литва очень хорошо запустила этот механизм пробационный, они уже получают эффект от него. Он сказал, 1 день лишения свободы в Литве для осужденного обходится государству в $25 в сутки. А пробационный надзор им обходится 89 сантимов. Какая разница? Давайте считать. Я всегда говорю, давайте считать. И когда появляются умники, которые говорят, что давайте уберем или увеличим сроки давности, да, по некоторым категориям дел, я всегда говорю, вы просчитали это? Они пишут, не требуется никакой дополнительного, не требуется дополнительного финансирования. Это не может быть.
Этого просто не может быть. Это просто либо не знают, либо не понимают, либо, ну, я всегда говорю, может, не соображает. Надо просчитывать обязательно, сколько следователей дополнительно мы должны держать. Комнаты появляются, архивы появляются, да? Дела, они же, их же становится больше, если сроки давности мы сейчас начнем увеличивать. Да? Хотя по некоторым категориям у нас, конечно, давностные сроки, они увеличились, я так должна сказать, парламентарии пошли вот на эти вещи. Но, тем не менее, я просто хочу подчеркнуть, что мы должны любое наше движение, связанное с изменением законодательства, в уголовном законодательстве, в уголовно-процессуальном, особенно, что вы сейчас будете говорить, да, оно всегда должно быть просчитано. Это всегда финансы для государства. Но, к сожалению, наши не все эти вещи почему-то понимают. Далее, введен новый институт – это ответственность юридических лиц. Это новый вид корпоративной ответственности. Я не буду очень глубоко заходить в этот процесс разъяснения, да, но тем не менее мы рассматриваем ответственность юридических лиц как меру уголовно-правового воздействия. Это некий вид квазиответственности. И это что дает нам возможность внедрения этого института? Ну, во-первых, мы должны понимать, что, во-первых, международные нормы требуют, конвенции. Мы подписали 5 конвенций, которые требуют введения ответственности юридических лиц. Мы это выполнили, во-первых, свои международные обязательства. Во-вторых, нам надо было установить, что как мы впишем эту ответственность в наш уголовный кодекс, где провозглашен принцип личной виновной ответственности физического лица. Но еще раз говорю, что мы рассматриваем ответственность юридических лиц как квазиответственность только в случаях, если привлекается к ответственности еще физическое лицо. То есть оно опосредовано ответственностью физического лица. И в этом случае как раз-таки вот эта корпоративная ответственность дает нам возможность разобраться с теми коррупционными вещами или, скажем, отмыванием, незаконным отмыванием денег. Банк, я всегда привожу этот пример, банк незаконно отмывает деньги. Мы что должны делать с этим банком? Наказывать. Или экологическое преступление, нанесен огромный ущерб. Мы руководителя наказываем там, да, а возмещать ущерб кто будет? Вот за счет юридического лица должно идти возмещение. Вот такие основные моменты очень важны для ответственности юридических лиц. Еще у нас новая глава новые главы появились в особенной части Уголовного кодекса. Это, скажем, у нас появились новые медицинские преступления. Вы знаете, что сейчас с ростом технологий в медицине, используемых, да, могут быть и серьезные последствия. Нарушены права человека, потеря здоровья, жизни и так далее. И здесь мы должны вводить совершенно новые стандарты ответственности этих медицинских работников при использовании своих вот этих вот разных манипуляций. Далее появилась новая глава – это преступление против международной безопасности. Это очень важная вещь. Почему? Потому что мы подписали огромное число конвенций, в том числе и вот и Гаагские, Женевские конвенции. Преступления против мира, безопасности и человечества расширены. И новая глава – это военные преступления против законов, обычаев ведения войны. Для нас это очень актуально в части того, что не потому, что у нас, да, дай Бог, чтобы у нас не было войн, но если они начнутся, у нас есть уже правовая рамка для того, чтобы мы могли применять эти нормы. Еще о чем мне хотелось бы сказать. Введен новый институт меры безопасности. Меры безопасности. Вот многие сейчас, посмотрев кодекс, говорят, а где же конфискация имущества, почему она ушла от наказания? Нет ее в системе наказаний уголовных и в проступках. Да, конфискации нет, она ушла к категории мер безопасности. Что это такое? Это тоже мера уголовно-правового воздействия. Почему? Потому что весь мир сейчас, как я уже говорила, ищет новые меры воздействия на преступность. Потому что только наказанием нельзя бороться с преступностью. Надо вводить новые меры воздействия. И вот
Мерам воздействия мы отнесли конфискацию имущества, возмещение материального и морального вреда и выдворение за пределы страны. Это важные институты, но хочу сказать, что этот раздел, он не закрыт. Меры безопасности могут только лишь добавляться, если государство посчитает это нужным и эффективным в части разрешения вопросов ответственности лиц уголовной. И, скажем, есть государства, где предусмотрены 20-21 вид мер безопасности. Я думаю, этот опыт просто надо изучать. У нас просто не хватило времени для изучения, и понятно, что это будут вводиться новые институты, это потребует соответствующих финансовых затрат, то есть все это должно быть просчитано. И еще последнее, на чем мне хотелось бы сказать, что наказание за преступление в виде, например, штрафа, оно самое строгое. Менее строго оно за проступки и менее строго в нарушениях. Но они коррелируют между собой. Значит, максимальное наказание за нарушение является минимальным за проступки. Теперь максимальное наказание за проступки является минимум для преступления. И вот эту лесенку, вот эту логику нельзя ломать. Я надеюсь, мы должны это выдержать, потому что есть у нас до сих пор позывы у некоторых ввести более строгую ответственность за пока действующего административного кодекса. Давайте строже сделаем санкции. Да? Они не могут быть строже, чем в УК. Вот вы представляете себе, например, если максимум 30 тысяч, скажем, сомов – это штраф за уголовное деяние, и если мы эту цифру перенесем в кодекс о нарушениях, вы скажете, это что, преступление тогда? Если и там оно будет одинаково. Нет, оно не должно быть таким. Оно должно коррелировать между собой. Поэтому вот эти попытки мы должны будем просто пресекать. Уважаемые телезрители, уважаемые коллеги, проводимая в Кыргызской Республике судебно-правовая реформа является результатом больших перемен в нашем государстве. И народ этих перемен ждет. В своем выступлении Гульмира высказалась по вопросу о одном из этапов проводимой в Кыргызской Республике судебно-правовой реформы – это разработка и принятие новых законодательных актов, в том числе Уголовно-процессуального кодекса. С 1 января этот кодекс войдет в действие, и все правоохранительные, правоприменительные органы, а также все образовательные организации начнут уже работать согласно этого нового Уголовно-процессуального кодекса. В своем выступлении вы четко заметили один вопрос. Вопрос, касающийся верховенства права. Вот как раз-то институт верховенства права заложен в новом Уголовно-процессуальном кодексе. Почему? Потому что это требует преамбула Конституции Кыргызской Республики, принятая в 2010 году, и непосредственная статья, касающаяся этого института. А речь идет о правах и свободах человека. Вот поэтому и в Уголовно-процессуальном кодексе ярко прослеживается именно этот институт, а он закреплен у нас в новом Уголовно-процессуальном кодексе как принцип и заложен именно как права и свободы человека являются наивысшей ценностью в государстве. Если обратить внимание на действующий Уголовно-процессуальный кодекс, то он содержит очень много элементов и атавизмов советского. Он содержит элементы бюрократии, носящие еще и репрессивный характер и слабой развитостью такого принципа, как состязательность сторон. Почему я говорю бюрократический характер? Лицо совершило преступление. Его задерживают. Процессуальный акт, протокол задержания. После него, значит, проводят некие доследственную проверку, как опрос, допрос, берут различные виды объяснительных,
затем на основании этого могут возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении уголовного дела. Возбудили уголовное дело, по нему проводят производство следствия, после чего вносят постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Затем его снова допрашивают, предъявляют обвинение, после чего еще обвинительное заключение потом направляется прокурору для изучения, и прокурор затем ставит вердикт на этот документе. Вы посмотрите, какой бюрократический характер носит действующий уголовный процессуальный кодекс. Вот действующий уголовный процессуальный кодекс, вот новый уголовный процессуальный кодекс отказывается от этой всей бюрократии и переходит только к одному моменту, это моменту единого реестра преступлений и проступков, о котором я буду говорить далее. Когда мы говорим о правах и свободах человека, мы говорим, он должен затрагивать весь уголовный процесс, начиная с момента задержания. По действующему уголовному процессуальному кодексу адвокат допускается функции защиты, когда он направлен в такой, будем говорить, орган, как ИВС. Но посмотрите, до ИВС могут нарушаться его права и свободы. Поэтому сейчас адвокат будет допускаться функции защиты с момента фактического задержания. С момента фактического задержания подозреваемому дается право на один бесплатный результативный звонок. То есть он показания может давать не до тех пор, не может давать, пока он, ему не предоставит соответствующий телефон, и он должен добиться соответствующего еще результата. Если взять действующий уголовный процессуальный кодекс, то в нем четко прописано, что функцию осуществления правосудия и функцию судебного контроля выполняет вот именно судья, осуществляющий правосудие. Приведу пример. Допустим, судья Ленинского районного суда города Бишкек, он, и применяет, избирает меры пресечения в отношении человека, допустим, совершившего преступление, и далее в отношении его же он может проводить судебное заседание. Вот как понять это? Он будет заинтересован в том, чтобы действительно его обвинить в совершении данного преступления. Почему? Потому что он же применил меру пресечения как заключение под стражу. Поэтому функции досудебного контроля, досудебного производства и судебного разбирательства дела по существу разделены. И разделены так, что это будут выполнять две разные процессуальные фигуры. Это следственный судья в досудебном производстве, а в судебном разбирательстве это совсем другая процессуальная фигура – судья, осуществляющий правосудие. Следственный судья – это самостоятельная процессуальная фигура, которая как раз и защищает права человека и выполняет функцию судебного контроля. Речь идет о законности и обоснованности задержания лица подозреваемого. Это вопрос о применении меры пресечения. Это вопрос о продлении меры пресечения. Это вопрос о депонировании доказательств, об утверждении, об разрешении дачи на проведение специальных следственных действий. Это утверждение процессуальных соглашений и других мероприятий, которые имплементированы в следственном суде. Их в Уголовно-процессуальном кодексе обозначено около 14 процессуальных функций. До сих пор эти функции выполнял следователь-прокурор и судья, осуществляющий правосудие. Это раз. И во-вторых, необходимо было развить принцип состязательности и равноправия сторон. Если обратим внимание на действующий уголовный процессуальный кодекс, то принцип состязательности и равноправия сторон, он не развит. Он имеет смешанный тип уголовного судопроизводства. Это инквизиционный в досудебном производстве и в судебном разбирательстве прописанное как состязательный процесс, но мы знаем, насколько на практике реализуется этот принцип.
Поэтому немаловажную роль в новом Уголовно-процессуальном кодексе получило олицетворение реализации нового принципа, действующего принципа, принципа равноправия и состязательности сторон. И вот появление в новом Уголовном-процессуальном кодексе такой новой процессуальной, как следственный судья, как раз-то и разрешит и снимет вопрос состязательности и равноправия сторон. На сегодняшний день ставится вопрос, а сколько их будет вообще следственных судей и как вопрос на данном этапе разрешается. Уже принят закон об изменении и дополнении штатной численности местных судов и Верховного суда, где прописано, на территории Кыргызской республики, значит, будет 56 единиц следственных судей. 126 судей уже получили, значит, обучение по выполнению функции этого следственного судьи. В каждом районе, по существу, должно быть 56 следственных судей. Почему 56? Потому что у нас 44 районов, я имею в виду плюс 4 районных судов города Бишкек и 12 имеющие районные городские суды. Всего 56 судов. Чтобы выйти на сегодняшний день из ситуации, значит, из действующих судей уже с 1 января будут назначены на определенный срок выполнение функций следственного судья вот именно в этот период времени. В будущем, значит, эти судьи пройдут соответствующий в законном порядке отбор и будут назначены на выполнение этих функций как функции следственного судьи. Самостоятельного. Далее. Права человека у нас нарушаются в ходе судебного заседания. Я имею в виду когда? А тогда, когда не приходит в судебное заседание потерпевший, когда не может прийти в судебное заседание свидетель, но в соответствии с УПК судья откладывает судебное разбирательство. И это в соответствии с законом. Но мы не должны забывать, что нарушаются права человека того, который находится в СИЗО. Как быть? Поэтому все новеллы, которые закреплены в новом Уголовно-процессуальном кодексе, они отвечают сегодняшним реалиям. Это требования международных стандартов, это действительно все делается во благо человека. Поэтому имплементируется и внедряется новый Уголовно-процессуальный кодекс, такой институт, как депонирование доказательств. Вот депонирование доказательств как раз-то и разрешает вопросы прав человека и разгружает правоохранительные, правоприменительные органы вот как раз-то вот этими уголовными делами. Что это имеется в виду? Речь идет о том, что на стадии досудебного производства стороны могут ходатайствовать перед следственным судьем о депонировании доказательств потерпевшего или депонировании доказательств свидетеля. Эти показания утверждаются следственным судьем, и они представят в суд первой инстанции как доказательства. Нет необходимости приходить в суд первой инстанции таким субъектом, как потерпевший или свидетель. Приведу пример. В ходе, значит, отдыха в одном из пансионов, допустим, Иссык-Куле, значит, была совершена кража. Что делать? А главным, допустим, свидетелем этой кражи был гражданин Казахстана. В таких случаях, чтобы его не приглашать в судебное заседание первой инстанции, значит, его можно допросить в качестве свидетеля, его допрашивают в качестве свидетеля, следственный судья, значит, утверждает эти показания свидетеля, и они придут доказательствами в суд первой инстанции. Нет необходимости в данном случае суду первой инстанции приглашать этого представителя Казахстана как свидетеля в суд первой инстанции для дачи показания.
Вот поэтому институт депонирования доказательств, оно очень важное, нужное для того, чтобы именно защитить права человека. Лейла Четургановна в своем выступлении сказала об имплементации и появлении в новом уголовном кодексе это института пробации. Это совершенно новый институт, правильно, оно по менее тяжким преступлениям будет применяться, и это очень правильно. Почему? Потому что в доказательстве Лейла Четургановна привела очень много атрибутов доказательства. И вот в Уголовном процессуальном кодексе это должно получить свое отражение. Как оно получило свое отражение? На стадии назначения судебного заседания, то есть после того, как в суд передается уголовное дело, и на стадии назначения судебного заседания суд решает вопрос, нет ли оснований для применения пробационного надзора. А почему? Потому что, изучая материалы уголовного дела, суд видит, что здесь совершено менее тяжкое преступление. В таком случае суд, рассматривающий уголовное дело, осуществляющий правосудие, он должен дать поручение органу пробации подготовить в течение месяца пробационный доклад. По истечении этого срока, а можно и досрочно органу пробации представить этот документ суду первой инстанции, суд излагает сущность этого пробационного доклада, и в результате пробационного доклада он, может применить пробационный надзор. Почему может, а не обязан? Потому что, орган пробации, он может дать рекомендации. А эти рекомендации дается социальный портрет человека, совершившего преступление. Он может быть и отрицательным, но может носить вполне положительный характер. Когда у нас была беседа с представителями правоохранительными органами, они говорят, что из 10 преступлений, совершенных по менее тяжким преступлениям, это 9, которые действительно характеризуются положительно. Вот поэтому почему бы нельзя в отношении 9 человек оставить на свободе и применить пробационный надзор? Я думаю, это очень важное, нужное для нашего государства новый институт. До сих пор я говорил о том, что новый уголовно-процессуальный кодекс отказался от такой стадии, как возбуждение уголовного дела. Почему? Потому что мы говорим, что проводится доследственная проверка. То есть расследование проводится для расследования. А вот доследственная проверка, она не предусмотрена нормами действующего уголовно-процессуального кодекса. И об этом все это понимают. Во-вторых, вот здесь-то могут и проявляться коррупционные риски. Во избежание этих моментов, а это очень важно, и для человека, его прав человека. И когда мы говорим, что доследственная проверка не урегулирована нормами Уголовно-процессуального кодекса, и имплементируется новый Уголовно-процессуальный кодекс, новый институт, единый реестр преступлений и проступков. Что это означает? То есть досудебное производство начинается с момента регистрации заявления и сообщения безотлагательно в течение 24 часов уполномоченным должностным лицом органа дознания, следователем, прокурором этого заявления в единый реестр преступлений и проступков. Поступило заявление, сообщение в этот реестр, начались сразу следственные действия. В результате проведения этих следственных действий, если усматривается, что нет состава преступления,
то данные субъекты, я имею в виду уполномоченное должностное лицо органа дознания следователь, прекращает уголовное дело, а если есть наличие состав преступления, то эти лица уведомляют лицо в подозрении совершения преступления. Будет подготовлен специальный процессуальный документ уведомления о подозрении совершения преступления. Далее проводятся последующие следственные действия или дальнейшие процессуальные действия, и на основании этого то выносится соответствующее решение. Решение, он будет называться теперь обвинительным актом. Вы посмотрите, отсутствие бюрократического характера нового уголовно-процессуального кодекса. Приведу пример. Произошел пожар. Надо регистрировать. Сообщение поступило. Регистрируется это в единый реестр. Проводятся следственные действия. По результатам было усмотрено, что пожар произошел не с конкретным субъектом, который поджег, а это получилось в результате случая, допустим, молнии, землетрясения или, допустим, замыкания. Отсутствие состава преступления вообще в отношении лица. Значит, что надо делать? Прекращать уголовное дело. Почему? Потому что нет субъекта преступления, совершившего данное. Но если был специальный поджог, и это совершено неким П, то в отношении его, значит, будут дальше проводиться, уведомляют его подозрение совершения преступления, и дальше будут проводиться, значит, далее следственные и процессуальные действия. В результате чего будет потом вынесен обвинительный акт и подписан, допустим, прокурором, и дальше передается в суд первой инстанции для рассмотрения дела по существу. Весьма важным для того, чтобы разгрузить правоохранительные органы, правоприменительные органы, а также защитить права человека, это наличие в новом уголовно-процессуальном кодексе новой стадии. Это стадия предварительного слушания. Это очень важная стадия. Почему? Потому что на этой стадии надо решить вопрос судье о ликвидации недопустимых доказательств. То есть те доказательства, которые носят недопустимый характер, а у нас есть перечень доказательств, которые носят допустимый характер, и на основании этого в совокупности с другими доказательствами суд постановляет приговор, вот на этой стадии надо исключить все эти недопустимые доказательства, что в суд первой инстанции уже поступили допустимые доказательства, чтобы на основании этого суд быстро разрешил данное уголовное дело, и, во-вторых, разрешается проблема прав человека, того, который находится в СИЗО. Здесь же разрешается вопрос о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Новый уголовно-процессуальный кодекс, как и в действующем уголовно-процессуальном кодексе, содержит этот институт участия присяжных, рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Почему? Потому что это конституционная норма, во-первых, и, во-вторых, это требование международных стандартов. Поэтому вот этот институт участия присяжных заседателей у нас, значит, сохранен в новом уголовно-процессуальном кодексе. Но законом о введении в действие этого института, значит, определено на 2021 год. На 2021 год. Ну, мы все знаем, с 2017 года уже действует новый гражданский процессуальный кодекс. И там была изменена инстанционность рассмотрения гражданских дел. Но и в уголовном деле это изменилось. Речь идет о рассмотрении уголовного дела о проступках в 3 инстанциях. Это суде первой инстанции, это суде апелляционной инстанции, которым является Бишкекский городской суд и областные суды, и в порядке кассации теперь будет рассматривать Верховный суд Кыргызской Республики. Почему сделана таковая вот именно система? Почему так распределена инстанционность? Потому что доверие должно быть
суду. Это раз. Во-вторых, народ максимально приближен к району. Народ не должен истину искать в Верховном суде Кыргызской Республики. Он должен искать истину там, где он проживает. А Верховный суд, плюс к этому, он представляет суверенитет Кыргызской Республики и является высшим органом судебной власти. 90% уголовных дел и дел о проступках законно, обоснованно и справедливо должно быть разрешено в суде первой инстанции. И всего лишь быть, наверное, 10% этих дел должно быть рассмотрено в апелляционном порядке. Вот как должен построен быть сам уголовный процесс. И вот этот процесс мы должны практики и теоретики соблюдать. Лейла Чатургана в своем выступлении сказала об таком новом институте, это институт ответственности юридических лиц. И она четко обозначила, это к юридическим лицам не применяются меры наказания. Почему? Потому что они являются субъектом преступления. И все. Она сказала, что к ним применяются меры уголовно-правового воздействия. В Уголовном кодексе появляется квазиответственность, корпоративная ответственность. Необходимо было это имплементировать в новом Уголовно-процессуальном кодексе. Поэтому и в досудебном производстве есть мера, досудебное производство в отношениях юридических лиц. Также она получила свою реализацию в суде первой инстанции. Обязательно лицо, когда мы говорим о квазиответственности, лицо, которое совершает преступление в этом предприятии, организации, учреждения, он должен быть на службе этого предприятия, организации, учреждения и в интересах этого предприятия, организации, учреждения. Вот тогда наступает квазиответственность. Значит, лицо, совершившее преступление, имеет физическое лицо, значит, применяются меры Уголовного кодекса, как может быть лишение, наказание, как лишение свободы, допустим, или, допустим, там общественной работы и другой вид наказания. А вот к юридическим лицам будут применяться меры уголовно-правового воздействия, как штраф, ограничение прав, ликвидация предприятия, организации, учреждения. Но на практике может возникнуть вопрос, а если подозреваемый или обвиняемый умер, что делать будем? Или они находятся в розыске. Что в таких случаях будем делать? Подлежит ли ответственность юридическое лицо? В отношении юридического лица продолжается и досудебное производство, и судебное разбирательство. Да, продолжается. Если квазиответственность, суд постановляет приговор, а если ответственность идет только в отношении юрлица, то суд должен постановить, должен вынести постановление. Вот эти моменты оговорены в Уголовно-процессуальном кодексе. И я думаю, на сегодняшний день настало время, когда нужно тоже к ответственности, меры уголовно-правового воздействия должны быть имплементированы и в отношении юридических лиц, как в странах дальнего и ближнего зарубежья. Но я должен сказать, что две процессуальные фигуры теперь и не будет в Уголовно-процессуальном кодексе. Это понятой и не будет теперь подсудимого. Почему? Да, для советское время понятой это было как-то правильной процессуальная фигура. И как-то, вы знаете, в советское время было очень мало совершения преступлений. Мы понимаем, что представляет собой институт понятой. Мы понимаем, что это представляет собой за процессуальная фигура. Общество не стоит на месте. Оно находится в динамике. Мы с вами все живем в 21 веке. Необходимо материально-техническое оснащение всех правоохранительных, правоприменительных органов. И Гульмира в своем выступлении говорила, что один из этапов судебно-правовой реформы – это материально-техническое оснащение вот именно правоохранительных, правоприменительных органов. Теперь понятого не будет, а его будет заменять видео, аудио, звуко,
фиксация. Вот. Вот они будут являться действительно доказательством для того, чтобы вы сели в основу разрешения данного уголовного дела. А вот для этого, конечно, надо реализовать вопросы, которые сейчас и решаются. Это обеспечение правоохранительных именно вот этими, значит, материально-технической базой. Ну и, конечно, не будет подсудимого. В суд теперь предстанет не процессуальная фигура, именуя подсудимым, а обвиняемым. Почему? Когда мы говорим подсудимым, мы уже заранее предрешаем виновность этого лица. Поэтому теперь будет у нас 4 процессуальные фигуры. Это подозреваемый, я имею в виду со стороны обвинения. Это обвиняемый, подозреваемый, обвиняемый, осужденный или оправданный. Если по действующему уголовно-процессуальному кодексу судья, рассматривающий и разрешающий уголовного дела, мог отправить уголовное дело для восполнения пробелов следствия, значит, на стадию производства следствия, новый уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает теперь такого института в судебном разбирательстве. То есть суд теперь не вправе отправить данное уголовное дело и дело о проступках для восполнения пробела следствия. Нужно данное лицо оправдывать. Ну, это правильно, это правильно. Суд не может выступать на стороне обвиняемого. Он не может, значит, отправить и так далее, содействовать для того, чтобы следствие дальше поработало над этим вопросом, и для того, и время где-то для того, чтобы обвинить этого человека в совершении преступления. Поэтому мы говорим о том, что судебные органы, мы имеем в виду уполномоченное должностное лицо органа дознания следователей, должны работать качественно. С прокурорами, конечно, с прокурорами, которые проводят надзор над деятельностью этих субъектов. Если вы обратили внимание, я использовал в своем выступлении новую процессуальную фигуру. Это уполномоченное должностное лицо органа дознания. Почему? Потому что у нас в Уголовно-процессуальном кодексе появляется новый раздел, новый институт производства по делам о проступках. А это вытекает из норм УК, уголовно-правового блока, потому что разработан и принят новый кодекс, кодекс о проступках. Для реализации кодекса о проступках и производства по делам о проступках досудебное производство будет проводиться уполномоченным должностным лицом органа дознания. И, наконец, в новом Уголовно-процессуальном кодексе появились новый институт, называемые специальные следственные действия. Да, в действующем УПК есть следственные действия, но теперь появляются еще специальные следственные действия. Они взяты из закона о БРД. Итак, по действующему УПК результаты оперативно-розыскной деятельности являются доказательством. Теперь в новом Уголовно-процессуальном кодексе нет такого, никак они не могут быть. Но есть теперь институт специальные следственные действия. Это какие специальные следственные? Это контрольный закуп, контролируемая поставка, это может быть. Это может быть, вот мы говорим сейчас, но в действующем Уголовно-процессуальном кодексе есть прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с серверов. Они все ушли в специальные следственные действия. Выемка, обыск. Они остались в следственных действиях, они не в специальных следственных действиях. А вот в специальных следственных действиях сейчас имплементировано 10 специальных следственных действий. Они будут проводиться только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Только лишь по некоторым менее тяжким преступлениям, где необходимо контрольный закуп провести, контролируемая поставка, по этим могут проводиться, значит, по некоторым тяжким преступлениям именно специальные следственные действия. Специальные следственные действия не проводятся по делам о проступках.
Почему? Потому что Лейла Четургана в своем выступлении сказала, в преступления, предусмотренные кодексом о проступках, ушли те преступления, которые составляют небольшой тяжести. Поэтому нет необходимости, ну и там не будет теперь заключения под стражу и не будет применяться такой вид мер пресечения, как домашний арест. Мы тоже с вами это понимаем, потому что это преступление небольшой тяжести. И, наконец, это процессуальное соглашение. А почему имплементируется данный институт? А это тоже для того, чтобы разрешить такие проблемы. Это разгрузить правоохранительные, правоприменительные органы и быстро разрешить данное уголовное дело и дело о проступках, и опять же защитить права человека. 3. Это процессуальное соглашение о признании вины, это процессуальное соглашение о сотрудничестве и процессуальное соглашение о примирении сторон. Все эти 3 вида процессуальных соглашений утверждает следственный судья по ходатайству прокурора. Примирять можно по делам о проступках. Все, если совершены преступления, предусмотренные кодексом о проступках, сторону можно применять. Сами они применяются или через медиатора. Вот теперь в новом с разработкой нового уголовно-процессуального кодекса и заработает у нас институт медиатора. Или через, кодекс разрешает, медиатором может быть и адвокат, получивший определенные знания, получивший, документ, называемый сертификатом. Вот это примирение сторон. Оно может быть с момента досудебного производства до вынесения, до постановления судом приговора по данному уголовному делу. Но есть еще процессуальное соглашение о сотрудничестве. Но вы знаете, преступление может совершаться несколькими людьми. Привлекать нужно всех к ответственности. Тяжело раскрыть преступление. Лицо находится в СИЗО, но нужно раскрывать. Поэтому, один из субъектов, совершивших правонарушение в виде преступления, он сотрудничает с правоохранительными органами и раскрывает суть содержания совершенного преступления. Предусмотрена Уголовным кодексом статья, в отношении его минимизируется мера наказания. Все остальные несут соответствующее наказание, полное наказание, предусмотрено Уголовным кодексом Кыргызской Республики. И это возможно только на этапе начала досудебного производства, и оно заканчивается до вынесения следователя, утверждения прокурором обвинительного акта. То есть в суде уже нельзя выполнять функции процессуального сотрудничества. И, наконец, о признании вины. Эта норма у нас предусмотрена в действующем Уголовном процессуальном кодексе. Оно носит упрощенный порядок уголовного судопроизводства, поэтому оно получило свое отражение и в новом ВК, но в форме 3 видов процессуального соглашения. Вот, наверное, вот эти моменты получили новое отражение в новом Уголовном процессуальном кодексе, которые во благо и народа, и во благо человека, совершившего преступление, и во благо работников правоохранительных и правоприменительных органов. Спасибо. Спасибо, уважаемые эксперты, за очень интересный, познавательный, содержательный и полезный разговор. Действительно, мы сегодня узнали очень многое для себя. Ну и вот, знаете, слушая вас, я поймал себя на мысли, что все то, о чем вы рассказываете, очень сильно мне напоминало какие-то сценки из зарубежных фильмов, на тематику правосудия, расследований. Я имею в виду фильмы, в которых мы видим какие-то передовые примеры, образцы, все, что связано со следствием, судами, правами человека. И из того, что вы перечисляли, чтобы полное было совпадение с кинематографом, пожалуй, не было только правила Миранды, это классическое зачитывание американскими копами, прав задержанных.
и суда присяжных. Да? Ну, понятно, жизнь не кино, да? Никто и не обязан там слепо копировать чужой опыт, а вот изучать самый лучший, соотносить его с нашими реалиями, да, и вот имплементировать в нашу жизнь, это, конечно, крайне необходимо, потому что действительно слишком долго общество терпело, мирилось вот с этими ужасными перекосами, да, вот там все что угодно, вот нынешняя практика, с каких только сторон, да, вот можно критиковать, да, все, вот коррупционная составляющая, правозащитная, да, вот даже то, что вот сколько раз мы говорили, даже сами условия содержания задержанных, да, вот во временном как бы заключении, это уже пытка, да, это мы не говорим о реальных пытках. Да, то есть, когда само государство поощряет какие-то садистические наклонности, да, вот отдельных, да, сотрудников системы. И я думаю, что начало следующего года, до которого уже вот осталось совсем недалеко, действительно станет каким-то переломным моментом. Вы очень правильно заметили, что это все придется еще как бы завоевывать, да, внедрять. Это не упадет готовым сверху, с неба. Наши люди, которые заняты во всей этой цепочке, это те же люди, которые годами, десятилетиями работали в этой системе, может быть, создавали эту систему, с которой сейчас мы вынуждены бороться и пытаться ее перестроить, да. Нельзя быть такими романтиками в розовых очках, что завтра эти люди изменятся в корне, перестроятся, начнут работать по-новому. Поэтому я думаю, что вся работа для вашей экспертно-рабочей группы по мониторингу только начинается на самом деле, да, то есть теперь вам придется мониторить, следить, собирать информацию, анализировать и советовать какие-то новые решения уже по имплементации, да, вот по практической реализации всех этих изменений. И я думаю, что наше гражданское общество, эксперты, юристы, гражданские активисты, представители неформального, неправительственного сектора, как бы тоже должны подключиться к этому процессу. В этом, кстати, нет никаких сомнений, да. У нас, да, гражданское общество – это лидер всех преобразований, это самый главный социальный заказчик всех вот этих изменений. И ну, я уверен, что в следующем году мы опять должны встретиться через какое-то время, которого будет достаточно для первых выводов. Да, обязательно. Поэтому мы с вами не прощаемся, да, мы обязательно снова соберемся и поговорим уже как бы более предметно, да, то есть вот как раз-таки по тому, как ваш многолетний труд наконец-таки начнет, да, распаковываться, как это все проявит себя в жизни. Так что до новых встреч, да, и с вами, дорогие наши зрители, мы тоже не прощаемся. Следите за нашими обновлениями на сайте, на YouTube-страничке, на наших социальных сетях. Мы будем стараться держать вас в курсе всего самого важного. До свидания.